Из-за ухудшения эпидситуации в регионе свою работу возобновил волонтерский штаб «Молодой гвардии Единой России». Активисты готовятся к возможной третьей волне коронавируса. Они уже запасаются масками и перчатками. Кому волонтеры придут на помощь, узнала Хава Газикова. Да, добрый день. Волонтерский центр «Молодой гвардии» вас слушает. 17 лет Аза занимается волонтерской деятельностью, принимает звонки в центре, раздает маски и участвует в любых мероприятиях, акциях, где нужны добровольцы. Больше всего, вспоминает она, в помощь оказывала в первую волну пандемии. Каждый раз, когда мы ездили помогать больным ковидом, видя, как страдают эти бедные люди, каждый раз я пропускала через себя всю их боль и страдания, которые они переносят из-за этой болезни, из-за этой страшной болезни, которая унесла тысячи людских жизней. Меня еще больше мотивирует это на то, чтобы оказать еще большую помощь. Начал свою работу волонтерский центр «Молодой гвардии» с начала эпидемии в мае 2020 года. Пандемия и стала причиной его открытия. А после того, как эпидситуация в регионе улучшилась, обращения от жителей перестали поступать. Но третья волна, которая прошлась по Москве, Петербургу, скоро коснется и Ингушетию в том числе. Поэтому волонтеры, уже вооружившись масками и перчатками, готовятся прийти на помощь. Раздача продуктовых наборов, средств индивидуальной защиты, информирование населения о мерах безопасности, обеспечение нужными лекарственными препаратами. Списки составляли через амбулаторию и обращения на горячую линию. Помощь оказывают нуждающимся во всех населенных пунктах: Назрановском, Сунжинском районах, Карабулаке и в Магасе. Самыми главными планами нашего волонтерского центра является оказание всей необходимой помощи, которая потребуется в период коронавирусной инфекции. Обратиться в волонтерский центр за помощью можно по телефону 8 873 455 17 43. Звонки принимаются круглосуточно и без выходных. Да, добрый день, волонтерский центр вас слушает. Хава Газикова, Асхаб Белакиев, Новости 24.